Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые слушатели. Дзурзуками называли в древности ингушей, живущих на части территории современной Грузии и здесь, на Северном Кавказе. По генеалогической таблице Леон Темлявели Дзурзук является сыном Кавказа, внуком Таргамоса. А у Таргамоса, как мы знаем, было 8 сыновей по этой таблице. И одним из них являлся Кавказ. И все исследователи согласны с тем, что Кавказ является этнархом, считался предком ингушского народа. Дзурзукетия включала в себя территорию, очень большую часть территории современной Грузии, восточной ее части, ну и северные склоны частично. И когда мы читаем в грузинских документах, в грузинских хрониках, что там дзурзуки активно вели себя, там, смещали царей грузинских, царя сместили, там, поставили своего племянника обратно, изгнанного царя, то некоторые представляют себе, как будто отсюда, с Северного Кавказа, туда уходили дзурзуки, там этот порядок наводили. Нет, они жили там же. И вот та территория, на которой в древности входил в состав Дзурзукетии, там и сегодня расположено очень много башен, построенных нашими предками. В грузинских хрониках говорится о том, что дзурзуки так размножились, что их Дзурзукетия не мешала, и часть дзурзуков была поселена с Венетии, с Рисванов. И там тоже вот появилась башенная культура, после того, как появились там дзурзуки.